В эфире новости, в студии работает Марфирина Алексеева. Здравствуйте. В начале выпуска коротко об основных темах к этому часу. Временно закрыт проезд на участке автодороги Кобяй в связи с ухудшением погодных условий. Временно закрыт проезд для всех видов транспорта. Администрация Хангалахского улуса начала ежегодный отчет перед населением о результатах работы за прошлый год. Как прошел диалог власти с жителями? В Алекминском ввели многоквартирный жилой дом. Население тревожится о третьем этапе. Далеко не все ветхие аварийные переселены. Временно закрыт проезд на участке автодороги Кобяй. В связи с ухудшением погодных условий временно закрыт проезд для всех видов транспорта на участке поселка Кальвица и Сангар в Кобяйском районе. Подрядной организацией «Дороги Саха» организовано круглосуточное дежурство. Приказ Укравтодора Якутии издан 16 января в целях обеспечения безопасности дорожного движения, сохранности жизни и здоровья граждан. В Якутии продолжает работу региональный штаб акции «Мы вместе». Деятельность ведется по двум направлениям – адресная помощь участникам СВО и членам их семей. Так, волонтеры оказывают помощь в сезонных работах. Второе направление – это гуманитарная помощь семьям и сбор помощи в рамках движения «Якутия с тобой». Напомню, что сбор помощи продолжается по адресу Бестужева-Марлинского, 5, здание ДОСАВ, вход со двора. Режим работы ежедневно с 9 утра до 18 часов вечера. Наши волонтеры ежедневно шьют военную одежду и обмундирование, а также плетут маскировочные сети, делают якутские обереги и блиндажные свечи. Приглашаем всех активных граждан принять участие в работе нашего движения, а также продолжается сбор гуманитарной помощи в части теплых вещей и вещей первой необходимости. Администрация Хангалахского улуса начала ежегодный отчет перед населением о результатах работы за прошлый год. Традиционно выезды начались с отдаленных южных наследов. Подробности о том, как же прошел диалог власти с жителями, расскажет Виолетта Засимова. Делегацию района возглавил исполняющий обязанности главы Василий Андреев. Первым населенным пунктом, где состоялся отчет, стало село Исид. Пожалуй, главной проблемой местных жителей является транспортная доступность. Зимой до райцентра можно добраться по автозимнику, а летом ситуация значительно усложняется. Несколько лет назад район приобрел теплоход под названием «Ямщик», который должен был курсировать между Покровском и Иситом. Однако в последние годы иситчане жалуются на нестабильный график его работы. А нынче этот теплоход простоял, я не знаю по каким причинам, каждый раз задаем вопрос и говорят, что не нашли капитана. От имени администрации ответил начальник управления по развитию инфраструктуры района Алексей Мартынов. Предварительно капитан уже есть, мы с ним переговорили, он согласен работать. В селе Кытыл-Джура жители обратились с просьбой о содействии в строительстве нового здания школы-сада, так как текущее здание признано ветхим и в морозы температура на первом этаже опускается до плюс 10 градусов. Начальник управления образования Павел Аргунов сообщил, что этим летом здание будет утеплено за счет бюджета района. В связи с этим возник дополнительный вопрос: не отложится ли строительство нового здания из-за ремонта? Наше опасение то, что вот нам сделают текущий ремонт и скажут: еще ждите 5 лет. То есть мы боимся, что нам школу как бы не построят, да, но на этот вопрос мне ответили, и нам сказали: нет, это не помешает. Далее делегация района посетила село Едяй, где местные предложили расширить практику замещающих семей и развивать сферу туризма для омоложения населения. В селе Синск обсудили ряд вопросов, среди которых один из насущных – строительство моста через реку Синюю. В селе Тумул интересовались реализацией программы «Земский работник культуры» и увеличением размера взноса за проживание детей в пришкольных интернатах. В островном Чкалове, где развито сельское хозяйство, горячо обсудили тему субсидий на молоко и сбыта продукции. В селе Титары жители первоочередно подняли вопрос строительства новой котельной ГУП ЖКХ, которая могла бы обеспечить теплом 100% домовладений. На это был дан ответ, что объект вошел в республиканскую инвестпрограмму и будет введен в эксплуатацию к 2028 году. Были вопросы в основном это строительство котельных, дороги, а также по сельскому хозяйству. Народ очень активный. Задачи были поставлены и, конечно же, будут решаться в 2025 году.
Отчет администрации района продолжается и охватит все населенные пункты, завершившись в городе Покровске 23 января. Виолетта Засимова, Хангаласский улус. Министерство по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности подвело итоги за 2024 год и поставило новые цели и задачи на нынешний. Руководитель ведомства Дмитрий Лепчиков высоко оценил работу МЧС и службы спасения региона, а также подведомственных организаций. Как и в предыдущие годы, горячими периодами для сотрудников были месяцы, когда проходили наводнения и лесные пожары. На совещании обсудили работу в рамках вышедшего в прошлом году федерального закона о регулировании северного завоза. Ряд нормативно-правовых актов правительства Российской Федерации, они уже вышли. Также готовится ряд нормативно-правовых актов и дальше правительством России, а также готовим мы распоряжение и постановление от правительства Республики Саха-Якутия. Верхневилюйский техникум провел публичный отчет о своей деятельности за прошедший год. В мероприятии приняли участие представитель Министерства образования и науки Якутии, директор Института развития профобразования, руководители образовательных учреждений и предприятий Верхневилюйского улуса. В отчете отмечены положительные результаты работы техникума, улучшение показателей деятельности, повышение уровня профессиональной подготовки студентов и многочисленные победы в соревнованиях. Вместе сотрудничаем, содействуем во всех работах спасательных. Вот даже в поисковых работах ребята, которые учатся здесь, привлекаются на поисковые работы, спасательные работы. И поэтому мы вместе тесно сотрудничаем, работаем. И самое главное, вот в Верхневилюйском техникуме здесь очень хорошая база, которая в спасательной работе. И поэтому наши ребята, которые спасатели уже, которые уже работают спасателями, они здесь повышают свои профессиональные навыки тоже. И поэтому мы очень благодарны за совместное содействие, сотрудничество. В Алёхминске ввели многоквартирный жилой дом, построенный по республиканской программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. До завершения второго этапа программы осталось совсем немного. Население тревожится, когда будет решен вопрос с третьим этапом, ведь далеко не все ветхие и аварийные переселены. Тепло на сердце, когда вокруг радостные лица. Новоселам вручили ключи от квартир. Поздравляем. Ой, спасибо большое. Все, проходите. Нестерова Тамара Владимир. У меня бабушка, дедушка, никто не дождались, мама не дождалась. А я вот с той квартиры всю, прямо это вообще счастье какое-то. К детям хотела ехать, они в Нерюнде живут. А мне как-то что-то не давало, и как будто квартиру надо получить. Вот что творится. Теперь дочь ко мне приедет помогать маме. Конечно, радость. Вообще очень. У меня вообще все замечательно. У меня дочь счастлива, квартира ей. Я ей дарю эту квартиру, и ей одной достаточно будет. Она очень рада, счастлива будет. Центр города. Что еще надо вообще? Мы не мечтали, конечно. У Елены это настоящее новоселье в своей собственной квартире. Вообще не верится даже. До сих пор дрожь во мне. Я даже не верю, что это моя квартира выйдет. Давно. Я лет 20 уже скитаюсь по чужим углам, снимала, арендовала. И вот дождалась. Еще и в центре города. Вообще даже не верится. Новогодняя это какая-то сказка, как будто я попала. Чудеса случаются, видимо. Надежда уверена, порой мечты действительно сбываются. Старый дом буквально из окна видно. Эмоции насколько выше неба. Ни разу мне в жизни еще ключи не вручали от собственной квартиры, поэтому... Да, я еще на этом драйве, видимо, буду какое-то время находиться. Да? Очень волнительно. 18 новеньких квартир в теплом и уютном доме. За каждой квартирой люди, которые надеются, что в новом доме все будет намного лучше. Счастье, благополучие в новом доме моей семье. Да. Фирменный окрас домов сразу видно. Застройщик Хачатур Суренович Аракелян. Один из опытных застройщиков. Еще у нас до завершения программы переселения 4 многоквартирных дома. Это более 10 тысяч квадратных метров жилья. Это полностью завершено?
завершение. И мы завершаем, да, второй этап переселения и начинаем готовиться уже к третьему этапу. Сколько семей на сегодняшний день уже подключали? По итогам 2 лет у нас 256 семей получили новые квартиры. Это у нас в прошлом году 3 многоквартирных дома и в этом году вот 1 дом. И мы еще ждем еще 4 дома, которые получат новые ключи. Жителям тепла и уюта, дому настоящих хозяев. Всем мира и понимания. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. В Амге прошла встреча ветеранов Улуса, где были подведены итоги прошедшего года. Численность пенсионеров-ветеранов в Амгинском районе 5041. Из них ветеранов тыла 41, 186 детей войны, 5 вдов участников ВОВ и 11 сирот войны. Совет ветеранов района ежегодно организует различные мероприятия. В этом году особое внимание будет уделено всем ветеранам в честь 80-летия Великой Победы. В новогодние встречи были вручены награды почетной старейшины Республики Саха. Также активистам-волонтерам вручили благодарственные письма администрации Улуса. Активно надо участвовать. Я все время хожу и стихотворение читаю. Занятий много, у нас нет времени. Все шьем, всяко бисером занимаемся. Некоторые тут йогой занимаются. Я просто дома зарядку делаю. Якутский певец Павел Семенов включен в актерский состав спектакля Московского театра. Первый показ спектакля «Рубеж героев» состоится на московской сцене 23 февраля. Переговоры о сотрудничестве наших театров велись последние 3 года. И, наконец, наша коллаборация стала возможной. Павел Семенов утвержден на роль якутского бойца в показах этого года, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Спектакль «Рубеж героев» поставлен по мотивам повести Василия Быкова «Третья ракета», основанная на реальных событиях. К этому часу это вся информация. Еще больше новостей вы можете найти на нашем официальном сайте. До встречи в дальнейших выпусках.